Второй день, друзья. Второй день я в конце огорода. Там снова Алексей, где-то там Маша. Не знаю даже где она. Наверное, видно. А, вон, да. Я у Раисы Ивановны здесь. Покажу картошку. Здесь в конце хорошая такая картошка. Смотрите, какая крупная. Это второй день у нас нашего сбора урожая. Тоже 3 ведра, семена, мелкая и крупная. Крупняк хороший. Земля, знаете, без дождей, и картошка, как, смотрите, как чистенькая такая, красивая. Крупная картошка хорошая. Вот. Здесь более влажный тоже участок. Вот что и здесь вот этот участок влажный был, где идеал был. Ручной труд. Ручной труд, эта картошка получается, наверное, вкуснее. Давайте, нет? Ручным способом вкуснее картошка, наверное, нет? Я жду вот этот, когда кущик опрокинешь. Он близко ко мне, поснимай, что там. 1-2 картофелин. Не крупная. Вот тут, наверное, крупная. Ну, посмотрим сейчас. О, смотрите, какая крупная. Ты что? Как не крупная? Вон какая крупная картошка. Вот интересно, сорт, как название этого сорта? Тут 2 сорта, видишь? Да. Ну, это, скорее всего, вот это Аврора, наверное. Это Ушколомская. Ну, это красная, да. Не красная, розоватая такая. Розоватая она Ушколомская. А это более светлая, она вот Аврора. Аврора вообще попадаются вот на семена Аврору не оставляй потом. Нормальная. Вот так. Так и копаем. Раиса Ивановна собственной персоной. 7 часов. 7 часов утра вышла сегодня. Я-то поздно вышел уже. Сейчас, наверное, уже где-то 10 час уже. Второй день нашего картофеля сбора. Разожгли костер, друзья. Сейчас угли появятся, да картошку поставим на угли. Сейчас Машу поближе поснимаю. Погода вообще благодать такая. Редко, когда выдается такие дни, чтобы при копании картошки. Очень редкая, очень такая бывает. Обычно все время спешить надо, все дожди. Ну, картошки, правда, много еще копать. Что получится за сегодня? Большую часть, наверное, за сегодня уже уберут. Вчера вот, сегодня. Вчера после того, как я заехал домой, Раиса Ивановна, надо, Маша еще скопали где-то 8 ведер картошки. Вот. Это только крупная, потом там на семена и еще мелочь там. Вот. Костер говорит, пускай пока горит, пускай угли будут. Жалко, ничего не приготовили, так можно было даже и там на решетке что-нибудь, крылышки там и еще что-то. Но копаем картошку, так, наверное, печенчу надо кушать, да ведь? Печенча, печеная картошка, у нас называется печенча. Так, помощники все те же, Алексей, Лена. Вот. Дальше идет процесс такой. Сейчас на угли поставим картошку. А Раиса Ивановна там уже, наверное,
Да. Все. Картошка на месте. Пускай там печется. Пускай печется. Небольшой перекус, друзья, у нас. Картошка готова. На углях. Печенча называется покомы. Огурцы там Маша принесла. А sen пакетасет колбас сейчас. Можете дать ей нормально. Колбаса, там огурцы, квас, зеленый лук, бригада ух. Какая же копка картошки без печенчи? Это неправильно. Вот печенчай. Не сырое хоть, Лешка? Нет. Не сырое. Кто работает, тот ест. Кто не работает, тот снимает. Кто не работает, тот снимает. Вот такой перекус, друзья. Погода замечательная. На природе. Дымком пахнет все. Давно не сидел, кстати, у костра. Реально давно не сидел у костра. Так приятно, прям дымом пахнет. И пропах. У меня одежда, куртка вся пропахла. Ветер северный такой. И немножко даже прохладой дает. Хотя и солнечно. Вот, замечательно. Я тоже сейчас немного попробую этого. Печеной картошки тоже буду пробовать, конечно. Буду кушать. Вот здесь на углях картошечка. Ну, курицу да, что-то не приготовили заранее, и поэтому... Работать надо. Да. В принципе, у меня где-то был помощник, но сбежал. А так можно было, конечно, пожарить что-нибудь. Он идет помощник. Не, вон, кости растут, да. Да не же, картошка там хватает. Вон помощник у меня, он сбежал, маленький помощник. Печенчу. Давай, Герман, тоже угощайся. Печенчу. Вот. Ну ладно, ветрено, друзья, и задувает. Обед у нас продолжается. Я, кстати, за кадром тоже эту буду печенчу кушать. Мария Олеговна, как тебе печенча-то? Ческит говорит? Яйцо? Сейчас посмотрю на камеру. Не, я хочу, чтобы именно, чтобы ты немножко измазалась в углях. Не, чистенько все. Герман. Вот. Герман. О, с лучком еще, да? Зеленым с лучком, свежими огурчиками, колбаска. Что еще надо? У меня рот... Я вот разговариваю с вами, друзья, у меня рот полный слюней. Я тоже хочу кушать. Хоть и не работал. Сейчас выключу и тоже буду кушать. Пообедали работнички. Ну, не обед даже, это перекус такой. Перекус возле костра. И приступили к дальнейшей работе. Лишняя копка там. Много еще. Надо, конечно, сделать. Много еще картошки осталось. Но, думаю, сегодня основную часть закончат. Если останется, то совсем-совсем немножко. Вот. Я хочу сейчас туда подъехать, поближе поснимать там бархатцы, георгины там поснимать. Сейчас, если смогу, туда еще подъеду. Помидоры, сколько там осталось мелких, поснимаю вблизи. Подъехал поближе, заехал вот здесь. Там у меня мостик сделали на грядку, чтобы я мог заехать. А по грядке вот даже рыхлый Оптимус очень хорошо едет. Коляска у меня замечательная. Так, что у нас там из мелких помидоров? Очень их много. Надо все листочки это самое убрать. Наша погода никогда было. Надо все листочки убрать, чтобы солнечный свет попадал на эти помидоры, чтобы, может быть, еще и созреют. Но этих мелких очень-очень много.
Это балконное чудо сорт. Их очень много. Вот, похолодало и, к сожалению, вот не созревают. Хотя и солнышко попадает. Вот. Их очень-очень-очень много. Дальше тут бархатцы. И вот цветы мои любимые бархатцы. Смотрите, какая красота. Вообще. Красиво. Больше всех цветов я вот полюбил эти бархатцы. Такие они красивые, такие они нарядные и останутся до очень позднего времени. Видите, какая красота. Ну, естественно, там георгины. Георгины, они вообще после первых заморозков уже все, их красота испарится, если можно сказать. Красивые, конечно, эти георгины тоже. Цветочки такие. Замечательно. А Маша говорит, где-то у нас зацвел этот гладиолус. Ну, потому что, как говорится, потому что гладиолус. Вот он зацвел. И где-то его надо найти и поснимать еще. Где-то перед домом, говорит. А я и смотрю там, я видел, по дороге ехал и говорю, что у нас там зацветает, пальма какая-то растет. Маша говорит, что это гладиолус. Вот у меня такие заметки, друзья. Небольшие, огород, работники наши, картошка, урожай. Такие скромные, вернее, заметки. Вот. Клубника на земле подготовлена. Еще укроем. И все. Чеснок убран, но не посажен еще. Рано еще для чеснока посадки. Вот такие дела. Сейчас посмотрим этого гладиолуса. Вот он, друзья. Этот гладиолус, ведь он в горшочке таком, он зацвел. Если честно, я не знал, как они, эти гладиолусы, выглядят, но очень красиво, во-первых. Тут шумно сейчас, мотоцикл едет. Возле дома. Петунии, как ее? Петуньи уже отцвели. Если не ошибаюсь, это петуньи были. Петуньи, или как там правильно, я уже не знаю. Но, короче говоря, вот этот, Маша сказала, что это гладиолус. Надеюсь, не ошибся, что я снимаю. Очень красиво смотрится. На улице так солнечно, и еще чирикают кузнечики. Как будто лето продолжается, а на самом деле уже осень. Я не знаю, как вот, до каких размеров этот гладиолус растет, конечно. Но красиво, красиво. И здесь еще лилия зацвела белая. Тоже такой красивенький цветочек. Под осень такое украшение. Вообще замечательно. А вот эти желтые, такие оранжевые, ярко-оранжевые ромашки, я не знаю, как их зовут. Забыл спросить у Маши, а потом не знаю. Но они тоже очень красивые такие. Я их оранжевыми ромашками зову. Такие красивенькие. И вот опять же лилия. Красотка, красавица такая. Зацвела и прям глаз радует. Ну и бархатцы мои любимые. Как же без них-то. Ну и вот так потом наши запасы картошки в подвал. Говорится. Мешки закончились, так надо сначала выгрузить немножко, а потом уже в подвале прямо высыпаем такую горочку
И еще немножко будет подсыхать там в подвале. Вот так. Внутри подвала там Маша принимает. Вот таким макаром. Вот здесь у нас подвал. Знаете, как дом устроен? Вот здесь между окнами идет перегородка внутри, да? И в подвале тоже посередке проходит перегородка. Тут большой подвал, где хранится консервация. Подвал. Тут станция, водяная станция и все такое. А вот видите маленькое окошко вот здесь, да? А вот как раз шоу у сайдинга есть. Вот здесь перегородка там внутри идет. Стена. А вот здесь уже хранится уже картошка. Картошка, морковка и все такое. На второй стороне он более холодный. Здесь более теплый подвал. Вот. Вот и подходит, друзья, день. Ну, рабочий день к концу. Но много еще что надо сделать. Там семена надо еще. Семена выгружены, так сказать, на сушку. Семена надо собрать, тоже в подвал занести. Ну а поле основное уже все. Уже заканчивается. Все в одну кучу уже собрались. Маша, Алексей, Лена, Раиса Ивановна там уже в самом конце заканчивает там. Буквально там, наверное, лунок 5, может, осталось ей. Здесь тоже такой, ну, финальный аккорд у работников. Вот. Поле убрано, поле чистое, я в тенечке сижу. Так. Все окей. Природа замечательная, погода, вернее, замечательная. И дала прекрасную возможность убрать хороший урожай. Не было дождя, и это тоже влияет на то, что будет ли дальше гнить картошка уже при хранении в подвале. Картошка зашла абсолютно сухая, чистенькая, красивенькая, как будто уже вымытая. Такая блестит прямо аж. Вот, все чистенько. Вот такие 2 дня у нас были коп картошки. Сейчас немножко потом, когда все закончат, посчитаю немножко, сколько ведер получилось у нас, сколько на семена, сколько там мелких не считаем. Раиса Ивановна несет картошку. Вот это окно, сюда родителям будут заносить картошку. У нас свое там окно тоже такое, у нас поменьше окна, а здесь вот настоящее, как раньше вот так почему-то делали. Отец вот тоже так сделал. Вот так. Уставшие все уже. Ну, главное результат убран. Убрано поле, оба поля, все убрано, все чистенько. Ну что, друзья, товарищи, все, заканчиваю я это видео с копкой картошки. Урожай 2023, как говорится. Урожай, так, я посчитал, вот за 2 дня 108 ведер, вот эти 12-литровое эмалированное ведро, 108 ведер крупных, где-то 25 оставили на семена. Вот. Ну и мелкой не считали, сколько там, но мелкой там, наверное, мешка 3 или, ну, если брать 5-литровые, ну где-то, наверное, так, но это не считаем, потому что это все будем мелкое отдавать, ну, кого найдем, кто возьмет, то и просто так, бесплатно отдаем эти мелкие, кто держит скотину. К сожалению, у нас скотины нету, и собакам немножко там оставим, ведер там для перемешку, для корма, там ведер, может быть, там 3-4,
а остальное все отдадим просто так. Просто они будут место это занимать. Вот так. Урожай, как и говорил ранее, что он будет хорошим, он и есть хороший, можно сказать, ну, хороший урожай. Средний, чуть больше среднего. Уже все финальные штрихи такие все на грядках. Убираются, Раиса Ивановна вон там собирает свои орудия труда, ведра, вилы. У нас копают вилами, друзья. Не удивляйтесь, кто где-то копают лопатами, а у нас всегда копаем вилами. Есть специальные вилы для картошки, есть просто вилы для сена. Вот этим вилами копаем. Вот так. Как мог, показал вот этот урожай от начала до конца. Весной показал, как пахали, как сеяли, как сажали, а теперь показал, как убирали. Вот так. Там на заднем плане, наверное, разбирается с семенами. Семена тоже нужно. Сейчас они подсушились на солнышко за целый день. Подсушились, их всех тоже в мешки. И потом уже наш подвал. А там разложим в эти пластмассовые ящики, как уже говорил тоже ранее. И все будет хорошо до следующей весны. Ладно, на этом уже точно этот фильм будет заканчиваться. Уборка картофеля 2023. Итог отличный. Все хорошо. Ну и в заключение я вам скажу спасибо зрителям, кто досмотрел ролик, кому было это интересно. Нам это очень приятно. Вот. Всем пока, до свидания, до новых рассветов. Встречайте добрые рассветы, встречайте хорошие рассветы. Всем пока. Здесь вот куча. На семена, видите, они прямо как лакированные стали. Просушились. Сейчас уже потом вот эту картошку, потом такую обсушенную, видите, какая она чистенькая и тщательно там смотрят, чтобы не было ранок, только отборные, как говорится, семена. И это уже потом до весны ничего с этой картошкой не надо делать. Это на семена.